Автомобиль провалился под лед в селе Кангаласы на переправе Кангаласы-Сотинцы. По сообщению пресс-службы управления МЧС по региону пострадавших нет. Отмечается, что в машине находились 4 человека, водитель и 3 пассажира. Все они выбрались из автомобиля. По информации пресс-службы, толщина льда на участке, на котором машина ушла под лед, составляет 15 сантиметров. На месте происшествия работают ГИБДД, Жатайский инспекторский участок ГИМС и административная комиссия. Напомню, ранее в социальных сетях распространилось видео, в котором говорится, что автомобиль ушел под лед на переправе. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 3 без вести пропавших женщин. По информации ведомства, 6 ноября в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Якутска 1974 года рождения, проживающей по улице Лермонтова. В результате поисковых мероприятий женщина была обнаружена в квартире у своего знакомого в районе Сайсара, где распивала спиртные напитки. Также сотрудники полиции разыскали жительниц Якутска и Мегина Кангаласского района, которые тоже не давали родным о себе знать. Оказалось, что женщины все это время злоупотребляли алкоголем. Отмечается, что каких-либо преступлений в отношении женщин не совершено, с ними провели профилактическую беседу. Мошенники украли у жителей Якутска около 300 тысяч рублей. Ему даже пришлось оформить кредит. Мужчина рассказал полиции, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и уточнил, не оформлял ли он в Омске кредит на 200 тысяч рублей. Получив отрицательный ответ, лжеспециалист сказал, что для отмены заявки на получение кредита необходимо открыть так называемый зеркальный кредит. По просьбе афериста мужчина зашел в личный кабинет и подал заявку на кредит в размере более 200 тысяч рублей. После одобрения кредита с потерпевшим связался уже якобы другой сотрудник банка и предложил перевести деньги на страховые ячейки партнеров. Житель Якутска поверил незнакомцу и снял со своей банковской карты 287 тысяч рублей через банкомат. Затем он отправил деньги несколькими платежами на продиктованные мошенникам счета. 2 года условно получил предприниматель в Мегино-Кангаласском районе. Подсудимый воспользовался для личных нужд средствами многодетной семьи, на которые должен был построить дом. Отметим, уголовное дело возбуждено благодаря активным действиям главы Тюнгюлинского наслега. Он обратился в правоохранительные органы, тем самым защитив права многодетной матери. В результате суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также с него взыскали более 600 тысяч рублей. В суде установлено, что между потерпевшей, матерью 7 детей и подсудимым в декабре 2017 года заключен договор на строительство жилого дома в срок до сентября 2018 года на средства сертификата, предоставленного государством потерпевшей в рамках социальной помощи семьям, имеющим 5 и более детей, на сумму более 2 миллионов рублей. В феврале 2018 года по договору указанная сумма в полном объеме перечислена на счет предпринимателя, однако строительство дома для многодетной семьи в установленный срок им не завершено. Денежные средства в размере более 660 тысяч рублей использованы им на личные нужды, в том числе на погашение собственных кредитов. Следователи расследуют дело о пропаже 63-летнего жителя города Абакана. В ходе расследования им удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний житель республики Тыва. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Выяснилось, что 8 ноября в вечернее время мужчина вышел из дома, чтобы поставить свой автомобиль в гараж, расположенный напротив дома, и не вернулся. С заявлением о безвестном исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы обратилась его супруга. На следующий день на 358-м километре автомобильной трассы Абакан-Агдавурак под мостом обнаружен автомобиль, принадлежавший пропавшему мужчине, имеющий механические повреждения, в багажнике которого находилось его тело. Сейчас ведется розыск сообщника обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.